Продолжаем нашу трансляцию. В связи с плохой интернет-связью пришлось прервать. Надеюсь, сейчас станет лучше. Итак, мы проклеили с 4 сторон все 4 стороны нашего будущего гербария. Мы проклеили специальной медной фольгой с клеевым слоем. Дальнейшие наши действия. Дальше мы начинаем уже непосредственно работать с паяльником и облуживать со всех сторон наш будущий гербарий. Что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится специальный флюс для пайки. Это такая кислота, которая очищает поверхность меди от окислов, которые препятствуют соединению меди и припоя. Все просто. Обрабатываем. Плюс у меня ватная палочка, которую я смачиваю в этом специальном флюсе. Тем временем у меня уже греется паяльник. Тщательно прорабатываем каждую сторону, слегка затирая в некоторых местах, где сложно идет ватная палочка с загрязнением. Боремся с загрязнениями, так скажем. Прорабатываем. Что делаем дальше? Дальше мы берем флюс, готовим паяльник. Паяльник обязательно нужно держать чистым, нужно зачищать жало паяльника. Для этого я использую аммиак. Да, производство совсем не полезное, вы видите, пары аммиака. Но обычно я работаю с вытяжкой, принудительной вытяжкой, но так как сейчас она будет создавать большой звуковой фон, то пришлось ее выключить. Зачищаем жало паяльника. Жало паяльника широкое, ни в коем случае не узенькое, шилоподобное жало. Оно должно быть широкое. Итак, что мы делаем дальше? А дальше мы со всех сторон внимательно и аккуратно прорабатываем припоем при помощи паяльника, запаиваем эту медь. Это называется лудить. Сначала горизонтальной плоскости, а затем торец. То есть разогретый паяльник, на разогретый паяльник легко набирается припой и легкими движениями. Если припой набирается не очень хорошо, значит жало паяльника просто слегка окислилось, тоже набрало на себя окислы. И наносим припой. Быстрыми движениями разносим, растягиваем эту капельку. Растягиваем, растягиваем, растягиваем. Нужно создать, не просто закрыть медь тонким-притонким слоем припоя, потому что можно растянуть одну капельку припоя на очень-очень большую поверхность. Но нужно здесь, вот в этом случае, с витражами, создать некоторый слой. То есть такой нужно создать валик из припоя, который будет придавать жесткость конструкции, потому что гербарий, он может, конечно, стоять, но вообще зачастую эти гербарии используются в висячем положении, то есть вы вешаете как картину на стену, вот, и в таком случае вся нагрузка будет идти непосредственно на фольгу. Таким образом прорабатываем 4 стороны. Для выполнения небольших витражных работ, ну, например, вот небольших гербариев, небольших флорариумов, я чаще всего использую маленький паяльник с регулировкой температуры. Но для больших уже непосредственно монументальных работ нужен паяльник покрупнее, помассивнее, потому что и жало нужно помассивнее. Таким маленьким 5-миллиметровым жалом делать большие объекты довольно трудоемко и сложно. И таким образом прорабатываем все 4 стороны
Еще раз повторюсь, эта техника витража называется Тиффани. Все вы наверняка видели когда-либо светильники, плафоны-светильники, выполненные в технике витража Тиффани. Чаще всего, конечно, они встречаются пластиковые, имитирующие витраж Тиффани, но если вам довелось видеть настоящий витраж Тиффани, витражный светильник, то вы, конечно же, обратили на это внимание. Техника витража Тиффани, почему она так называется? По имени, так скажем, ее создателя. Для многих, конечно, людей название витражей Тиффани ассоциируется с известным ювелирным брендом. Да, все мы знаем Tiffany & Co. Но самое интересное, что связь у витражей Тиффани и непосредственно этой компании ювелирной, она существует. Что же это за связь? Луи Комфорт Тиффани – это, собственно, изобретатель, создатель этой витражной техники Тиффани, легендарный стекольный дизайнер и художник. То есть он занимался разработками стеклянных предметов, был дизайнером эпохи модерна. И он, в свою очередь, Луис Комфорт Тиффани, он, в свою очередь, был сыном Чарльза Льюиса Тиффани, того самого короля бриллиантов, основателя одного из самых знаменитых ювелирных домов. Так что вот она, такая самая непосредственная связь витражей и ювелирного искусства. Луис Комфорт, он, так скажем, стал самым наиболее ярким представителем витражного искусства и витражного дела стиля ар-нуво, эпохи модерна. Видите, да, иногда капля припоя у меня срывается на стекло, но ничего страшного, потому что стеклу припой совершенно не страшен, и он к нему не прилипает. То есть впоследствии мы просто удалим все эти загрязнения, и стекло будет чистым и блестящим. Главное следить за тем, чтобы на поверхности, на которой лежит ваш гербарий, не было никаких жестких предметов, песчинок или каких-то металлических маленьких стружечек, каких-то мусориночек, тех же самых осколков стекла после резки стекла, чтобы их не было, потому как эти предметы, они могут зацарапать глянцевый слой вот нашего будущего гербария, нынешнего уже почти состоявшегося. Таким образом, видите, да, припой у меня в проволоке. Постепенно одну сторону мы уже полностью прошли. И подходим к завершению второй стороны. Таким образом запаиваем, облуживаем все 4 стороны каждой горизонтальной поверхности. У нас их 2 эти горизонтальные плоскости. Вот так, таким образом. Да? Затем ставим на торец и, придерживая одной рукой, можно, конечно, подставить что-либо. Например, я могу использовать любой попавшийся под руки предмет, поставить, чтобы было проще, и таким образом соединять уже полностью. На этой стороне, на торцы, припоя понадобится, естественно, больше, потому что торец сам по себе шире, и потому что здесь нужно тоже создать тот же самый валик из припоя. Но мне так неудобно, когда оно стоит, я лучше буду держать руками. Постепенно быстрыми, но аккуратными движениями
закрываем припоем всю поверхность торца. А если действовать такими отрывчатыми движениями, да, то припой будет накладываться волнами. В принципе, ничего в этом такого нет. Все зависит от ваших стилистических пристрастий. Да? Если вы хотите, чтобы шов был максимально ровный, то нужно этого добиваться, распаивать, разгонять припой и выводить шов ровный. Если быстро водить паяльником туда-сюда по шву припоенному, по паяному шву, то он растягивается и становится ровненький. Но можно сыграть на контрасте, можно использовать какой-либо такой более грубый шов, да, то есть можно нарочито, неаккуратно накладывать припой такими комочками и переходами, чтобы создавался эффект непосредственно такого вот контраста, гладкого стекла и какого-то нежного предмета, который у вас там запаян, красивый такой нежный, и, например, более резкого, более грубого шва, вот этого характера, грубого характера металла. Это тоже имеет место быть, почему бы и нет. Так, я все-таки воспользуюсь подставочкой, потому что мне немного сложно следить за процессом со всех сторон. Потому что мне приходится еще иногда смотреть на экран телефона, с которого я веду трансляцию, чтобы следить за качеством связи. И таким образом мы пропаиваем все 4 стороны. И возвращаясь к разговору о витражах Тиффани, естественно, что витраж это не вот такой вот гербарий, да, запаянный с двух сторон цветочек, а витраж это соединенное множество кусочков стекла, фигурно вырезанного стекла, приточенного. И вот как раз за счет припоя все и держится. То есть медная фольга, каждый кусочек витража Тиффани оплетается и затем уже при помощи свинцово-оловянного припоя все это дело запаивается и соединяется между собой. Наверное, может быть, стоит провести еще один мастер-класс, где создать непосредственно небольшой витражик. То есть не гербарий, а уже непосредственно витражик. Возможно, это тоже будет интересно. Если вам будет интересна такая тема, вы можете оставить комментарий под записью. И я с удовольствием проведу для вас такой мастер-класс. Создание гербариев же гораздо проще, чем создание витражей, потому как приходится работать только с одной плоскостью. Хотя я, в свою очередь, создаю и гербарии также в витражных рамах. Ну, в некоторых случаях это не обязательно гербарий, это и рамки для фотографий, то есть запечатанная фотография таким же образом внутри между стекол, и для нее создается витражная рама. Такие варианты тоже возможны, то есть сочетание любые и любых предметов, которые дороги. Это могут быть хоть конфетти из хлопушки. Если их красиво расположить внутри стекла, и если они для вас что-то значат, то почему бы не запечатлеть их таким образом, чтобы они не где-то там в какой-то темной коробушечке хранились, и иногда вы их доставали, видели и вспоминали тот самый светлый момент и радовались, да? А можно поместить
этот предмет, который вам дорог, листочек, крылышко бабочки, которое вы нашли в лесной паутинке. Все это можно запечатлеть на долгие годы, оставить для себя. Итак, вот я пропаяла все торцы. Еще раз прохожу, выравниваю лишние подтеки уже на горизонтальных плоскостях. И дальнейшим нашим шагом будет присоединение к этому гербарию цепочки. Можно использовать колечко, то есть можно присоединить и колечко, да, за которое потом подвешивать гербарий. Я люблю использовать цепи, потому что мне кажется это более изящным, чем впоследствии наращивать какую-либо ленточку или еще что-то. Цепочка придает больше изящность и романтизм. Проходим еще раз все 4 стороны. Не забываем чистить паяльник. Таким образом, с этой стороны все в порядке. Здесь не было лишних подтеков. Получаем вот такой со всех сторон запаянный гербарий. Он сейчас имеет несколько грязный вид, то есть вот здесь, не знаю, видно ли вам, нужно поймать блик. Вот видно в блике, что здесь выступила такая грязь, жироподобная. Это плавящиеся кислоты, которые при сжигании они оседают на стекло. Дальнейшие наши действия. Нам нужна цепочка. Вот у меня приготовлена цепочка. Обычная цепочка, которую можно купить в любом магазине для рукоделия. Да? И уже определяем длину такую, как вам бы хотелось, которая казалась бы вам наиболее подходящей для этого гербария. Определяем длину, отрезаем цепочку. Она режется обычными ножницами канцелярскими. Лишнее все убираем. Вот у нас цепочечка. Как же нам ее припаять? Да? Естественно, мы пользуемся тем же самым флюсом. Наверное, здесь я буду действовать непосредственно уже на кусочки стекла, потому что покрытие стола не позволяет паять непосредственно на нем. Обрабатываю кончик цепочки флюсом, безжалостно, можно сказать, заливаю. И затем уже беру припой на паяльник и облуживаю точно так же кончик цепочки. Таким образом он становится твердый и готовый к пайке. И то же самое происходит со второй стороной. Можно использовать флюс, можно использовать паяльную кислоту. Но должна вас предупредить, ни то, ни другое ни грамма не полезно. Есть бескислотные флюсы, но все равно они имеют свое отражение на здоровье человеческого организма. Итак, дальнейшие наши действия. Берем наш гербарий, ставим его на бок, на торец и определяем то место, куда мы паяем цепочку. Вот так ее прикладываем. У нас лежит вот этот вот кончик, который облужен. То есть сама цепочка вот она подвижная, а кончик облуженный, он стал твердым. Кладем на то место, которое нам кажется наиболее рациональным, слегка придерживая пальцем, очень аккуратно, потому как дальнейшие действия с припоем, припой все-таки горяч, набираем припой на паяльник, на жало паяльника и одной капелькой для начала прикрепляем. Вот, то есть она прикрепилась, цепочечка, она больше не убежит. Дальнейшие действия простые, точно так же, просто большим количеством припоя проходимся всю плоскость крепления цепи. Аккуратно, аккуратно припаиваем цепочку. С одной стороны готово. Ставим на торец, переворачиваем в противоположную сторону, располагаем
симметрично второй кончик цепочки. И проделываем все то же самое. Припаиваем. Сначала на одну точечку и затем уже большим количеством припоя. Не забываем также чистить паяльник. Большим количеством припоя проходимся. И всю нашу цепочку хорошенечко припаиваем. Выравниваем. Также шов. Немного сместилась у меня цепочка, приходится ее поправить. И использовать еще раз флюс. Видите, да, от соприкосновения флюса и горячего припоя припой тут же потемнел. Но это ничего страшного, даже для припоя это не критично. Итак, запаиваем вторую сторону. Отлично. Смотрите, все, вот гербарий висит. Длина цепочки я выбрала довольно длинная. Мне кажется, что в сочетании с этим перышком она подчеркнет его изящество. Убираем лишние предметы. И дальнейшие наши действия каковы? Дальше мы облагораживаем металл. Зачем это делается? Металл витражей зачастую представляется нам либо медно-красного цвета, либо черно-серого такого. Это специальные покрытия, то есть металл после пайки покрывают патиной, составом, который, так скажем, состаривает, да, металл, но в свою очередь защищает от воздействия окружающей среды. Можно оставить его и цвета такого серебристого, но для этого нужно покрыть его тоже антиоксидантом, либо лаком впоследствии, что затрудняет немного. Я предпочитаю, для данного перышка я выбрала темный металл, потому как кончик перышка, вот чтобы вы могли видеть, здесь он серый серебристое перышко, и дальше к кончику становится темный. Я решила, что темный металл будет как нельзя кстати, к тому же цепочка у меня такого латунно-желтого цвета. И я думаю, что такое сочетание мне кажется более выигрышным для непосредственно этого пера. И таким образом, набирая на ватную палочку патину, я провожу аккуратно по металлу, и вы видите, что происходит. Он тут же чернеет. Таким образом проходим все 4 стороны. Торцы и все 4 стороны гербария. Ну, наверное, грамотнее в данном случае называть его не гербарием, потому что гербарий это все-таки относительно растительного мира, да, термин используемый непосредственно относительно засушенных растений, а в данном случае, используя перо, наверное, нужно называть это панно. Почему бы и нет? Панно с пером. Таким образом, что мы получили? Да, со всех сторон прошлись патиной. И дальше выжидаем буквально 30 секунд и хорошенечко все это вытираем. Лучше, конечно, протирать это влажной губкой мыльной. Витраж вообще очень любит воду, любит, когда его моют и протирают. И в дальнейшем уже
начищаем наше готовое изделие. Для этого можно использовать обычное стеклоочистительное средство, чтобы удалить все излишки кислот и прочих вредных веществ. И в том числе, чтобы очистить наше стекло от наших же отпечатков. В момент вот этого вот очищения патина приобретает такой блеск. Да? То есть, когда мы только запатинировали, вот эта сторона, вот она такая мутная. Но когда мы ее натираем, появляется такой металлический блеск. Симпатичный. Хорошенечко проходим все стороны, тщательно прорабатывая, тщательно удаляя лишние в уголках затаившиеся капельки патины и флюса, потому как все они нам тоже не нужны. Если вы повесите это изделие на светлую стену, то они могут ее испачкать. Поэтому хорошенечко все прорабатываем, все убираем везде и натираем наш гербарий, наше панно. Еще раз проходим стеклоочистителем. Смотрите, какое чудесное перышко на фоне белой пены. Еще раз хорошо все очищаем. Можно даже работать на данном этапе в перчатках, чтобы не оставить отпечатков. Но это уже не столь критично. Ну, наверное, без фанатизма. И вот на данном этапе можно увидеть те пятнышки, перышки и ворсинки, которые вы не дочистили. Но я не вижу их здесь. То есть мы все замечательно, идеально внутри вычистили в момент подготовки нашего стекла. Что же мы получаем? Мы получаем вот такой гербарий. Сейчас я возьму какой-нибудь белый листик, чтобы было хорошо его видно. Подложу белый фон. Получаем вот такой замечательный гербарий. Маленькое, изящное перышко. Результат нашей с вами работы сегодня повешу у себя в столовой на стене. И буду любоваться. На этом наша работа закончена. Гербарий мы сделали, наше панно чудесное. Если у вас остались какие-то вопросы, пожелания, если вы хотите, чтобы я провела второй мастер-класс по созданию уже непосредственно небольшого витража с техники Стифани, да, то пишите в комментариях, и мы непременно обсудим эту возможность и, скорее всего, проведем мастер-класс и покажем, как создаются чудесные маленькие витражные панно, потому что на большие мы не будем с вами замахиваться. Вот. Большое спасибо за просмотр. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.